Я работаю в качестве исследователя и ученого в организации SyncTef. SyncTef — это большой исследовательский институт, который находится в Северной Европе. И, да, это коротко о себе. Я занимаюсь целым рядом тем: циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла, инновации бизнес-моделей, также оценка жизненного цикла. Это те темы, над которыми я работаю. Также я преподаватель, я тоже педагог. Я У меня также есть определенные знания и опыт, точно так же, как и у вас. То есть опыт в области преподавания. И я тоже приблизительно знаю, как именно, что такое преподавание, и как это работает, и как можно преподавать зеленые навыки. Да, и это была главная цель в рамках моей презентации. Она заключалась именно в том, чтобы, да, опять же, да, может быть, мы в Норвегии это делаем немножко по-другому. Мы обычно делаем презентацию, все обычно сидят и слушают, но а потом задают вопросы, но мы попытаемся сделать это более интерактивно. И опять же, если у кого-то будут возникать какие-то вопросы по ходу нашей презентации, да, можно это сделать в ходе презентации, можно сделать это после, задать любой интересующий вопрос. Поэтому я бы хотела начать и коротко рассказать о том, что такое зеленые навыки, как мы их видим, в каких рамках мы работаем. Также я потом расскажу о целях устойчивого развития, о циркулярной экономике в качестве таких основополагающих направлений. Дальше я также хотел бы показать, не знаю, вы, да, отчет о циркулярном разрыве, так называемый, за 2023 год. И там, может быть, коротко говорится о том, что именно нужно делать в тех целевых направлениях, которые мы включаем в свою работу. И также я хотела бы вам показать некоторые примеры. Я покажу некоторые примеры результатов работы в средних и старших классах общеобразовательных школ. То есть, что именно, как мы преподаем зеленые навыки у себя, также как это происходит на уровне Европейского Союза, и примеры из ЮНЕСКО. Наверное, все хорошо знакомы с организацией ЮНЕСКО, вы, наверное, с ними работали. И также я думала, что было бы хорошо показать некоторые практические примеры того, что мы делаем, и также приведу некоторые еще другие примеры, чтобы было понятие тех стратегий и тех подходов, которые помогают заниматься циркулярной экономикой. Хорошо. Но перед тем, как я это сделаю, я хотела показать вам, что происходит в Норвегии прямо сейчас. Это большая такая тема, она везде в новостях, и это хороший пример тех проблем, с которыми мы сталкиваемся или будем сталкиваться в будущем. Сейчас, пока мы с вами говорим о климате, и мы говорим о экологических вопросах, мы сейчас говорим о переходе, о зеленом переходе, о переходе на устойчивое энергопотребление. И я знаю, что, может быть, вы также узнаете, что показано здесь, потому что у нас есть коренное население, также коренные группы, с вами называется, и происходит некий конфликт или, то есть дилемма небольшая возникла. С одной стороны, это животноводство, оленеводство, а с другой стороны, это интересы государства в том, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии, потому что все больше и больше спрос на энергию в Норвегии возникает. И в частности, Верховный суд Норвегии принял решение в 2021 году, вынес решение о том, что вот строительство этих ветряных мельниц прям посередине территории Норвегии, это было незаконно. Это был незаконный акт, потому что это нарушает права этого коренного народа, который традиционно проживал на этой территории. Но эти ветряные мельницы работают до сих пор, пока их еще не демонтировали. То есть идет, скажем так, такой конфликт сейчас, да, между коренным населением и между государством, которое установило данные ветряные мельницы.
То есть там вовлечены ряд министерств, департаментов. То есть, что я хотела сказать, такие конфликты, такие столкновения интересов, они будут происходить все чаще и чаще. Я думаю, что в будущем это будет происходить нередко. И как решать эти проблемы? Это именно те навыки, которые нам потребуются. Как справляться с такими проблемами на пути нашего зеленого перехода? Как, с одной стороны, сохранить природу, а с другой стороны, защитить права и свободы человека, а с другой стороны, удовлетворить спрос на электроэнергию. То есть как это все сделать, как сбалансировать все эти вещи? И это также хороший пример того, насколько важны цели устойчивого развития, то, что называется ЦУР, как они также помогают нам в этом пути. ЦУР номер 4. Мы говорим о равенстве и образовании. И именно здесь нам потребуется, прежде всего, приобретать необходимые знания и навыки для продвижения устойчивого развития. Нам также, с другой стороны, придется защищать права и свободы человека, а с третьей стороны, нужно оценить культурное многообразие. И как, опять же, подчеркну, сбалансировать все эти интересы, а в то же самое время нам нужно наращивать потенциал возобновляемых источников энергии. Хорошо. Тогда нам требуется некая такая смесь навыков, да, эти навыки самые разнообразные, и именно они называются зелеными навыками. То есть, с одной стороны, у нас должны быть знания в отношении того, что мы должны делать, и также должны быть возможности реализовать то, что мы должны делать. В то же самое время нам потребуется определенное отношение, даже подходы, те подходы, которые помогут нам поддержать свои действия и реализовать возможность, и какие ценности. Да? Четвертое на этом слайде – это ценности, то есть это то, что лежит в основе наших подходов, наши ценности. И все это потребуется для того, чтобы жить дальше, развиваться и поддерживать ресурсно-эффективное и устойчивое общество. То есть мы говорим не только о технологических компетенциях и о базовых навыках, мы также говорим об изменении поведения, так называемые мягкие навыки, как принято их называть сейчас. То есть изменение уровня сознания и поведения. И во многих местах, в особенности в развитых странах, у нас, да, есть все необходимые технологии, у нас есть необходимые знания, чтобы перейти к зеленой экономике. Однако, да, почему мы не всегда их используем и как именно использовать их максимально эффективным образом? То есть, опять же, так мы говорим здесь о ценностях и о подходах. Хорошо. Просто, чтобы всем было, так сказать, интересно, я хотела использовать то, что называется чат GPT, да, это какие ответы есть у них для того, чтобы, как они видят зеленые навыки. И они приблизительно соответствуют тому, что говорит ЮНЕСКО. Просто было бы интересно, я просто хотел увидеть, насколько они совпадут. Поэтому в основном это навыки области возобновляемых источников энергии, энергоэффективность. И мы говорим об управлении, понимании последствий, улучшение данных, обработки данных, циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла в качестве некого способа двигаться в сторону устойчивости. Сельское хозяйство и транспорт и энергия – это те основные ключевые секторы, которые были выделены здесь. И это также проиллюстрировано и здесь. Да? Здесь тоже можно, да, нам, с одной стороны, потребуется бороться с изменением климата, и нужно поддержать природу, нужно поддержать биоразнообразие. А каким образом это сделать максимально эффективно? Опять же, мы в этом случае говорим о секторе выбросов, да, то есть в каких секторах самые высокие выбросы. Здесь красным это производство электроэнергии, дальше продовольствие, дальше у нас промышленность, дальше транспорт. Это те основные сектора, в которых мы наблюдаем наибольшее количество, наибольшие объемы выбросов, с которыми мы должны бороться.
Хорошо. И каким образом? То есть у нас есть знания, как мы уже сказали, а как их можно применить, как можно преобразовать это в конкретные возможности и действия, и какого рода подходы у нас есть, и какие у нас есть направления, которые помогут нам это сделать. Опять же, здесь очень много психологии, да, тоже лежит в основе этого. И также это был некий базис для нашей работы, каким образом мы можем включить и понимать эти цели. Здесь перечислены цели устойчивого развития, как их включать в образовательные материалы, в то, что мы преподаем. То есть каким образом это делать, чтобы... Как вы знаете, наверное, есть 17 целей устойчивого развития и 169 целевых целей, целевых показателей в рамках этих 17 ЦУРов и направление, как достичь этих целей. И опять же, многие из них, они переплетены друг с другом, они взаимосвязаны, поэтому очень часто мы их разбиваем на более конкретные цели. Например, как можно поддержать биосферу и как можно поддержать общество и экономику. Поэтому и здесь вы здесь видите все эти цели, которые системным образом категоризированы. Вот так послойно, да, здесь 3 слоя. Если мы... То есть биосфера, да, это самый фундамент, основа нашего существования на планете. Если с ней что-то случится, у нас будет проблема, проблем будет совсем. И проблемы с управлением обществом, с экономикой. То есть биосфера лежит в самой основе, в самом сердце любых процессов. И очень важно это понимать и принимать, и иметь все необходимые знания, чтобы сделать что-то, и иметь возможности делать что-то по этому поводу. И я подумала, что вот цитата, которая здесь приведена со стороны Кейт Реверс, она также была очень... То есть здоровая экономика, она должна быть направлена на процветание, а не рост. То есть здоровая экономика — это не та, которая растет, а процветает. Это как раз-таки в какой-то мере перекликается с понятием циркулярной экономики, потому что мы очень часто говорим о экономическом росте, не так ли? Рост экономики, но это линейная экономика. Линейная экономика направлена на рост. То есть мы идем от точки А в точке Б, и это называется ростом. И вот, да, линейная экономика, то, к чему мы привыкли, то, как мы всегда развивали нашу экономику. Каким образом мы можем это изменить? То есть каким образом мы можем изменить, преобразовать линейную экономику в циркулярную, то есть экономику замкнутого цикла, безотходную экономику? Каким образом осуществить данный переход? Потому что в конечном итоге, я полагаю, что это именно то, на что направлены зеленые навыки. Прежде всего, это изменение нашего сознания, изменение парадигмы сознания и мышления. И в итоге это поможет нам преобразовать линейную экономику в циркулярную. Дальше, то, о чем я говорила раньше, пример, который я хотел показать, это отчет о разрыве циркулярности. И, в частности, да, там говорится о том, что да, мы уже границы планеты, они уже перенапряжены, мы так уже напрягаем планету максимально, насколько это возможно. Это вот внешний, здесь такой пирог, да, якобы внешний слой. Но как мы можем это сделать? Какие решения можно предложить, чтобы как-то минимизировать воздействие на планету и каким образом разрешить эти проблемы? Откуда именно нужно начинать? На чем акцентировать внимание? И здесь говорится, да, наша экономика пока еще недостаточно циркулярная, безотходная. Мы пока еще не повысили работу с отходами, поэтому нам нужно сделать еще больше для того, чтобы в итоге это было устойчивым. Каким образом мы можем понимать, что именно нужно делать, что именно нужно делать дальше. И также интересно в этом отчете также говорится о нематериальных ценностях и о ценностях, тех ценностях, допустим, что такое достаточно, то есть когда мы можем сказать, что этого достаточно, и нам не нужно больше производить чего-то.
Хорошо. Каким образом включить все это для следующего поколения? Как передать им более здоровые системы? Поэтому здесь, на этом слайде, на данном конкретном слайде, я хотел бы провести вас по 4 системам, которые определяют нашу работу. Прежде всего, продовольственная система, то, как она работает. Конечно, в продовольственном секторе есть свои проблемы и есть свои решения, которые мы предлагаем. Мы их разбиваем на разные типы, скажем так, в зависимости от той или иной страны. Поэтому в случае Кыргызстана мы, например, говорим о том, что хорошо, нам нужно сосредоточиться на всех этих компонентах. То есть какого типа пищевые продукты мы производим, что именно мы потребляем, то, что имеет смысл выращивать именно отечественное, местное, сосредоточиться на сезонном сельском хозяйстве, пытаясь максимизировать преимущества. Как мы можем обучить, прежде всего, местных животноводов, местных фермеров, растениеводов регенерации, восстановительному ведению устойчивого сельского хозяйства? Как при этом избегать потери, излишнего просто выброса пищи, при этом обеспечивая здравую окружающую среду? Потому что, допустим, имеет смысл, конечно же, Кыргызстану сосредоточиться на компоненту номер 5, 7 и 8. Компонент 5 – это энергоэффективность, 7 – это циркулярные материалы и подходы, 8 – это вторичное использование и переработка. Опять-таки, многое будет зависеть от страны, той или иной страны. Например, Кыргызстан не имеет выхода к морю, и поэтому нужно определять, то есть нужно реалистично смотреть на то, что мы можем делать, что именно предлагает ландшафт, экосистема, совокупная всей страны для энергоэффективности, для обеспечения циркулярности. Поэтому имеет смысл прежде всего сосредоточиться на циркулярных материалах, на подходах, на ресурсах, а также эффективности использования этих ресурсов. Затем можно поговорить о производимой продукции и потребляемых расходных материалах. То есть имеет смысл где-то обеспечить симбиоз. В корне энергоэффективности сидит симбиоз. Симбиоз между, с одной стороны, производственной и, с другой стороны, потребительской частью. Конечно же, это может прозвучать несколько идеалистично, однако, если если смотреть на меры, которые мы реально можем предпринять, то, может быть, имеет смысл сосредоточиться прежде всего на том, как мы сможем обеспечить все более усиливающееся давление на энергосектор из-за роста населения, из-за потребностей в энергоснабжении. Но, с другой стороны, имеет смысл производить ровно то и ровно столько, сколько нам действительно нужно. Мобильный сектор, говоря о секторе подвижности общества, транспорта, перемещения, в целом ресурсов, имеет смысл посмотреть на то, насколько эффективно работает общественный транспорт. Как мы можем сделать так, чтобы переосмыслить то, как мы всю жизнь подходили к муниципальному общественному транспорту, к предоставлению услуг электроснабжения, которые мы воспринимаем как нечто должное со стороны государства? Как мы можем отказаться в перспективе от двигателей внутреннего сгорания, а также от прочих источников потребления именно ископаемого топлива, либо топлива, производимых из нефтепродуктов? Опять-таки, это всего лишь как примеры. Как вы думаете, уважаемые участники, это реалистично или нет? Это что-то, что вы уже об этом слышали? Насколько применимы эти вещи в Кыргызстане? Насколько, как вы думаете, те идеи, предлагаемые на международном уровне, применимы для Кыргызстана? Мне искренне, я бы просто не хотела, чтобы это была лекция. Мне интересно, если у вас сейчас есть вопросы, то если вы поднимете руку и вам дадут микрофон, мне бы очень интересно было узнать, как вы думаете? Либо вы хотели бы дождаться сессии вопросов и ответов до конца моей презентации? Потому что я сейчас перейду уже к следующему разделу. Сейчас я хотела бы, то есть если вопросов нет, то хотела бы с вами поговорить о целях вообще всей этой инициативы. Давайте быстро поговорим. Эльмира, этот город Каракул. Конечно, мы, педагоги, тем более интеллигенция знает, как надо использовать природные ресурсы. Но именно население, те, которых в местных сообществах, они еще этого почти как бы не знают, то, что они ограничены. Поэтому, как вы правильно заметили, надо сознание изменить себя. Спасибо вам.
Именно, именно. Мне отрадно слышать это, что действительно понимания этого нет. Именно это то мышление, то направление мышления, в котором мы и двигались для того, чтобы подойти к сегодняшней ситуации в Норвегии. В целом, что после моей презентации мы, кстати говоря, поговорим о том, мне было бы интересно узнать, какие усилия проводятся в Кыргызстане для того, чтобы прийти к идее сознания энергоэффективности, а еще точнее, бережного отношения к природе. Перед вами на этом слайде фотография школы, в которой я училась, средняя школа, просто в качестве иллюстрации. Почему я вам ее показываю? Потому что я хотела бы перечислить некоторые принципы, которые мы уже достаточно давно задаем в системе среднего образования для улучшения сознания нашего подрастающего поколения норвежцев. Я можно как бы по-разному подходить к системе обучения, то есть есть разные системы, когда, допустим, сверху вниз, то есть когда учитель непререкаемый авторитет, когда мы говорим детям то, что они должны запомнить, как аксиому, как постулат, скажем так. Это есть одна такая система. Но мы от этого метода отказались. Мы отказались от, скажем так, в определенном смысле командно-административного передачи знаний сверху вниз, от учителя к учащемуся. Мы, наверное, в последнее время больше именно смотрим на критическое мышление. Мы смотрим на задачи, цели того, для чего присутствует ученик, учащийся в аудитории, для максимального вовлечения учащихся в процесс обучения. Но для этого, прежде всего, это привитие навыков критического мышления, возможности ставить под сомнение что-либо. Это некоторые фотографии, просто чтобы показать вам среду и процесс обучения в Норвегии. Зеленые навыки – это неотъемлемая часть сегодняшнего куррикулума, то есть учебной программы, как духа преподавания в школах Норвегии. Мы стараемся максимально креативно подойти с вовлечением учащихся таким образом, чтобы они понимали, что они неотъемлемая часть природы, которая их окружает. Мы пытаемся, в левом верхнем углу, это фотография с моего семинара по утилизации, повторному вторичному использованию вторсырья и материалов. То есть, когда мы показываем им, что, допустим, сшить ту или иную вещь на этой машинке можно не только из какого-то сырья, которое подготовлено, сделано на фабрике, но и из вторсырья, чтобы показать им, что есть альтернативные взгляды на те входные ресурсы, которые потом они используют в той одежде, либо в тех продуктах, которые они потребляют. Мы также проводим ролевые игры. Например, вот семинар великолепной фотографии в центре. Была выездная миссия со стороны ЮНЕП. Это программа ООН по окружающей среде, в ходе которой приглашенные нами докладчики объясняли учащимся средних школ, для чего внедряются принципы циркулярной экономики, то есть давая им азы, фундамент того, что простыми понятными словами, что такое есть циркулярная экономика. Я также на этой фотографии мы показываем то, как для учащихся старших классов мы проводим выездные сессии на выездные уроки на природе, чтобы показать, как задачи, ставящиеся перед ними в целях обучения, непосредственно связаны с тем, чему мы их обучаем, что природа – это не в учебниках, а вот то, что перед ними, чтобы связать то, чему мы учим, то, о чем мы говорим, с тем, что они трогают, видят, что они осязают каждый день, что сохранение энергии, что отказ от ископаемых видов топлива – это и есть то, что они видят перед собой. И что перед ними стоят в будущем, вполне возможно, будут существенные дилеммы, когда, с одной стороны, у нас будет стоять сохранение биоразнообразия, а с другой стороны, постоянная необходимость в производстве все большего объема энергии для того, чтобы поддержать экономику и жизнь общества. Это вот эти два конкретных учащихся, они именно выехали мы с ними на природу для того, чтобы понять, как традиционные знания Сапми, это вот та народность коренная, которая проживает в Норвегии, как она является неотъемлемой частью природы и культуры, всего того, что формирует норвежское общество. И очень важно, да, действительно, проводить эту связь.
принимать во внимание факторы экосистем. Мы объясняем им, как формируются материалы, которые участвуют в производстве энергии, что есть биологические активы, ресурсы, что есть разные подходы к тому, как мы относимся к природе, как наше отношение к природе может повлиять на их качество жизни, и как мы можем выстроить устойчивое общество, работая над самыми разными измерениями устойчивого зеленого инклюзивного роста. И это просто как примеры того, как можно подойти инновационно к преподаванию учебной программы. Также, с вашего позволения, я хотела бы быстро пройти по перспективе точки зрения ООН, как всей системы, и в частности ЮНЕСКО, по договорному органу ООН, который именно занимается охраной неосязаемого нематериального, природного и культурального наследия. То есть такая программа, она называется «Европейский новый курс». Это план, общеевропейский план ООН, который направлен на то, что континентальная Европа должна стать углеродно-нейтральной к определенному году. Но для этого нужно подойти к воспитанию нового поколения, нового мышления. Это также образовательная программа стала неотъемлемой частью, как образовательный компонент, это неотъемлемая часть общей программы Европейского зеленого нового курса. Это то, что отражено в так называемом докладе о пробелах в достижении циркулярной экономики. Здесь мы рассматриваем вопросы, какие альтернативные источники энергии, какими мы можем изыскать, что мы можем взять таким образом от природы, чтобы не вредить природе, как мы можем выстроить устойчивое общество, как обеспечивать производство продовольственных продуктов, обеспечивая потребность населения, при этом не нарушая тот баланс, который присутствует в природе, как использовать сырье, как использовать подвижность между сельской местностью и городской местностью таким образом, чтобы не создавать ложную урбанизацию, излишнее антропогенное давление за счет разрастающихся бесконтрольных городов. Как мы можем диверсифицировать в целом разные питательные вещества, присутствуя в почвогрунтах, как мы можем производить потребляемые нами таким образом, чтобы минимизировать отходы производства, минимизировать излишки производства. И как сделать так, чтобы наше общество и наше правительство и страна существовали для народа, для населения, а не наоборот, чтобы народ и население были как бы ресурсом для государства либо экономики. ЮНЕСКО, как организация, она разрабатывает самые разные, очень полезные для преподавателей обучающие материалы. То есть в помощь как учащимся, так и прежде всего преподавателям. Здесь представлены примеры тех публикаций, которые разрабатывает ЮНЕСКО для достижения некоторых целей устойчивого развития. Например, по ЦУРу номер 12 по управлению системами твердобытовых отходов приводятся примеры передового опыта, как можно это достичь, за счет чего. В частности, вот как перечислено на слайде, за счет зеленых технологий, управления водными ресурсами, закрытой экономики. И это очень хорошо. Экономики замкнутого цикла имеется в виду. Устойчивых инноваций, управления твердыми бытовыми расходами. И было бы мне интересно в конце этой презентации услышать, какие усилия осуществляются в Кыргызстане для достижения именно ЦУР 12, если они вам известны, эти усилия. Также позвольте привести примеры того, что именно что делаем мы со стороны исследователей и сама экономика. Это перед вами диаграмма технико-биологического взаимодействия и симбиоза, анализ чего мы провели в нашем фонде имени Эллен Маккарту. Это вот то, чем я занималась как исследователь. Это та тема, которая меня очень сильно интересовала. Примеры, они очень распределены, скажем, в зависимости от знания, владения и присутствия циркулярной экономики в обществе. То есть, чем выше мы поднимаемся, тем лучше. То есть, внизу у нас линейная экономика. Помните, взять, преобразовать, то есть потребить и выбросить, утилизировать. А вверху циркулярная экономика показывает
переосмысление нашего восприятия понятия экономики и природы. И поэтому здесь представлены такие глаголы в английском языке, как отказываться от того, что невозможно повторно использовать, отказаться от излишнего потребления и так далее. Зеленым на этом слайде мы показали связанность биологического цикла, то есть от знаний до способностей, до отношений, до ценностей. Мы здесь смотрим, опять-таки, на взаимосвязь, потому что, идя по этой парадигме от знаний к способностям, к отношению, к ценностям, возникает вопрос, а как нам это внедрить в культуру? Как нам это реализовать на практике таким образом, чтобы это было выгодно всем? Например, каскадный эффект в биологическом цикле – это когда биологический цикл, в рамках биологического цикла можно использовать те ресурсы, которые уже присутствуют в экономике, как результат, как побочный продукт экономики. Например, биологические отходы. Вот кожура бананов, из нее можно делать кетчуп, и далеко не обязательно выбрасывать. И это примеры, повторюсь еще раз, из фонда Эллен МакАртур. То есть они делятся передовым опытом в фонде того, что можно сделать для сохранения. Регенеративная цепочка поставок, допустим, пальмовое масло, как и где ее можно использовать без угрозы здоровья для населения. Максимальное освещение в СМИ, вовлечение СМИ в качестве союзников таким образом, чтобы образовывать население, показывать, почему, зачем вообще покупать лампочки, если на самом деле можно уже купить свет. С технической точки зрения, идея заключается в том, что мы должны избегать необходимости создавать какой-то продукт для потребления только потому, что мы можем его произвести. Иначе говоря, действительно ли нам нужна машина? Нам нужна мобильность, нам нужна услуга, сервис по быстрому перемещению. Но это далеко не обязательно за счет машины. Нам нужен свет, освещение. Но обязательно ли нам нужны лампочки? Если нам нужен свет как таковой, может быть, есть другие технологии, которые могут предоставить освещение без производства тех лампочек, которые потом вредят природе, которые нужно потом утилизировать. И то есть в этом и заключается переосмысление. Допустим, библиотека в Торонто, она создала возможность использования тех же книг без угрозы для вырубки лесов. Создание из вторсырья мягкой мебели, как пример той кровати, которая показана в правом нижнем углу. Создание так называемых цифровых платяных шкафов, шифоньеров, за счет того, что можно совместно пользоваться чем-то, что не обязательно должно быть индивидуально в каждом доме. И здесь также показан пример строений и отношений, точнее изменения в парадигме отношения к природе и к потреблению. То есть здесь очень хороший слоган. Крутые девчонки, то есть девчонки, которые всем нравятся, им не обязательно нужен собственный шкаф шифоньер. Крутые девчонки пользуются по аналогии с коворкингом, общим шифоньером, то есть основанным на общении, на сообществе, местом, где можно хранить вещи, при этом так, чтобы они не занимали, не вредили природе. То есть, повторимся еще раз, это переосмысление, это прежде всего желание лично, индивидуально внести вклад в улучшение жизни не только своей, но и общества, частью которого мы являемся. Что касается компонента R2, то есть мы потихоньку перешли от R0 до R1 до R2, то это прежде всего сокращение потребления и побочных продуктов, то есть всего того, что связано с потреблением, от отказа от пластика, то есть использование холщовых сумок вместе пластика, как уже до этого говорилось, использование вторсырья для создания мягкой мебели, либо использование инструментов таким образом, чтобы они вдохновляли более креативный подход к созданию всего, что нас окружает, с минимизацией негативного воздействия на природу. Здесь И здесь еще один пример.
пример того, что мы назвали хабом, либо фабрикой обучения для старшеклассников. Да, это в основном для средних и старших классов, которые проживают в южной части Норвегии. И это было сотрудничество с производителем мебели, с мебельным комбинатом, и также были задействованы предприятия и местные органы власти. Это местный округ, местные округа и местные школы. И это позволило студентам узнать, что такое циркулярность, как можно производить с учетом циркулярной экономики, каким образом можно заново производить из уже использованных материалов. И все это началось с небольшой идеи. Это была идея, которая появилась на бумаге. Вот даже эта бумага здесь на слайде. Один вот мужчина, который здесь изображен справа на фотографии, на второй фотографии, здесь фотография двух мужчин. Один из них сказал: да, вот хорошая идея, это то, что нам нужно сделать, давайте реализуем эту идею. И когда они пытались найти, то есть это представитель мебельного комбината, каким образом это поможет нам изменить то, как мы производим мебель, и они начали привлекать старшеклассников для этой работы. Опять же, у них был старый такой комбинат мебельный, он буквально пустовал, потому что он был рядом с другим новым зданием предприятия. И вот они решили использовать это место, это здание, и они его преобразовали вот в то, что мы назвали хабом. Да? То есть вот хаб или такое специально обучающее пространство для школьников. Они специально его обустроили. И здесь некоторые фотографии студента, вот слева, например, да, тоже видно слева внизу. Это пример, то есть это опять же старшеклассники, либо средние классы, которые приходят на предприятие и в рамках своих предметов, и вот они экспериментируют с такого рода новыми подходами к производству мебели на основе принципов циркулярной экономики. Хорошо, и главная цель заключалась в том, чтобы предоставить параллельно и обучение на рабочем месте, обучить базовым принципам экономики, логистики с самого начала, показать с самого начала, какой выбор приходится делать в самом начале, когда ты принимаешь решение, какой выбор нужно делать, что происходит в итоге с этим решением. Если сделать так, то что произойдет дальше? И главная цель — научиться новым способам, альтернативным способам. И в этом случае мы говорим о том, чтобы понять производство. Да? То есть есть ученики, они учатся в школе, они учатся понимать, что такое проектирование и производство, и какое воздействие это имеет на окружающую среду. И последний здесь, последний уровень компетенции, также некоторые примеры, то, что называется компостирование, да, конечно, которое также может являться хорошим примером одной из наших стратегий, то есть это отказ от повторного использования. И очень многие инициативы по здоровью почвы и регенеративному сельскому хозяйству, восстанавливающемуся сельскому хозяйству. Каким образом это можно сделать и как это поможет решить целый ряд таких проблем, которые возникают в природе. Опять же, это часть управления отходами. Каким образом можно восстановить почву и каким образом повысить устойчивость, дальнейшую устойчивость. И также здесь примеры, которые основаны на концепции фермерства из Индии, где у них есть некоторые основополагающие принципы, которые не только использовали, допустим, определенные органические подходы к работе с материалами, каким образом создавать биологически активную почву, как использовать культуры, как правильно защищать и укреплять почву. Это также то, что те фермеры, которые проживают недалеко от того места, где я живу, также практикуют. Интересно, что
Интересно, что действительно они достигают успеха при применении этих практик, и они пытаются применять те же принципы. И каким образом можно укреплять нашу почву. Опять же, некоторые другие примеры. В идеале мы, может, и не должны заниматься работой по восстановлению и повторному производству, но это в конечном итоге происходит. Каким образом создать системы, которые максимально помогут нам сделать это эффективно, и каким образом делать такую продукцию, которая может использоваться в качестве продукта, который не выбрасывается, а используется повторно. То есть это мы говорим о переработке отходов и о повторном использовании некоторых продуктов. То есть это то, что мы пытаемся также включать в свои образовательные материалы, системы переработки и повторного использования. И также было бы интересно услышать о том, как это работает, например, в вашем случае, как в Кыргызстане происходит переработка отходов и повторное использование отдельно взятых вещей или продуктов. Здесь вот то воздействие, которое может иметь циркулярная экономика, прежде всего, потенциал для сокращения выброса парниковых газов для транспорта, да, для сектора транспорта здесь, для сектора продовольствия. Да, это то, что будет иметь существенное воздействие, если мы будем внедрять принципы циркулярной экономики. В принципе, коротко, это была презентация, которую я хотела сделать. Надеюсь, что я не злоупотребила вашим временем, не отняла очень много времени. Надеюсь, я вложилась в выделенное мне время. И опять же, хотелось бы сказать, что нам нужно решать действительно климатический кризис, поддерживать природу, биоразнообразие. И нам также нужно вырабатывать определенные навыки для того, чтобы это сделать, как вы также правильно сказали, новые ценности, новые отношения, новые подходы должны прежде всего формироваться для того, чтобы мы максимально эффективно могли реализовывать все эти идеи. И каким образом мы можем помочь технологиям служить природе, а не наоборот. Какие именно, допустим, материалы мы должны использовать? Может, разрабатывать новые материалы, экологические материалы. И также будем узнавать больше о том, как именно в конечном итоге эти материалы помогают нам сохранять биоразнообразие и также вырабатывать в будущем системное мышление. Системное мышление в отношении того, что мы должны делать, какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы увидеть эту большую картинку. И потом перейти от уже роста, как я уже говорила, к качеству, да, и процветанию. И к тому, что является достаточно, да, мы задавались этим вопросом, чтобы, опять же, быть более устойчивыми. Я надеюсь, что я смогла немножко предоставить информацию, как бы вот нашей точки зрения, о том, как мы это видим. И мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Насколько вообще это реализуемо, насколько это практично, можно ли внедрить такого типа навыки, допустим, вашу работу. Да, мне также было бы интересно об этом узнать. И спасибо за внимание. С презентацией все. Презентация закончена. Можно выключать ее. Я бы хотела задать вопрос по вот само понятие «зеленые навыки», потому что есть очень несколько интерпретаций, это как бы и установки знания, которые необходимы для жизни, для реализации устойчивого развития, чтобы сделать мир более экологичным, безопасным. Вот вы также упомянули, да, что зеленые навыки это является тоже частью soft skills. Это вот как бы первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что у вас вот эти зеленые навыки включены в куррикулум образования. Подскажите, пожалуйста, вот на разных уровнях для начальной школы, да, там, для младших детей, для среднего звена, для более старших детей, в каких предметах
предметах это у вас включено и как это реализуется? И, соответственно, является ли, например, детские исследования, ну вот в рамках школьных исследований тоже зелеными навыками? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Отвечаю на первый вопрос в отношении так называемых мягких навыков, зеленые навыки и так называемые soft skills или мягкие навыки. То есть, может быть, это больше не вопрос, но отвечая коротко, да, скорее всего, это включается в понятие, зеленые навыки можно рассматривать в качестве soft skills, мягких навыков, потому что часто мы говорим о технологиях и о химии, биологии. То есть очень важно понимать фактически, какие естественные науки. Но в то же самое время мы, может быть, не достигнем того, чего мы хотим, если это не будет должным образом, если мы сами не будем это понимать, сами не будем это интерпретировать именно на уровне так называемых soft skills или мягких навыков. Вот говоря еще о предметах, то есть какие предметы включаются. Давайте я вернусь, спрашивают, какие именно предметы. Так, либо здесь, либо где это было. Да, мы называем это естествознание, естественные науки. То есть это именно тот предмет, который у нас есть для средних классов. И это больше как то, что связано с направлением биосферы, это естествознание. И также, когда мы потом уже средний класс, это у нас где-то, сейчас я вспомню, с 8 по 10 класс, это считается средняя школа. То есть это с 13 до 16 лет, где-то так приблизительно. Да, где-то вот так 13-16 лет. И это то, что называется, естествознание, естественные науки, это единственный такой предмет, который преподается и который напрямую рассказывает о принципах функционирования биосферы. А уже говоря о старших классах, старшие классы — это где-то уже 11 до 13 класс. То есть у нас, получается, в старших классах есть 3 ступени. Первый, второй, третий класс внутри старших классов. Да, 11-13 класс. 18 лет, 18-19 лет заканчивает у нас ребенок школу. И там уже, там другие предметы появляются. Появляются уже другие предметы. Биология, конечно, отдельно появляется. Химия. Опять же, то, что касается биосферы. Обязательные предметы. И также можно дополнительно выбрать. То есть тот, кто хочет, допустим, подготовиться к какому-то определенному направлению в будущем после окончания школы, тогда можно выбрать дополнительные предметы. И сами предметы, либо принципы циркулярной экономики, допустим, устойчивость, они также включаются внутри, в принципе, всех предметов. То есть они от социальных наук до психологии, до... Все они как бы пронизывают, все эти предметы. Какие еще предметы у нас преподаются? Сейчас я вспомню. Социальные науки. Также есть, опять же, возвращаясь, помните, мы говорили о оленеводстве, Мы в самом начале пример был этого оленеводческих хозяйств. Также есть закон об охране окружающей среды, также это отдельно изучается, то есть защита окружающей среды, охрана окружающей среды. Такой предмет также можно выбрать. Есть очень много разных предметов, то есть некоторые из них обязательно, некоторые из них можно, так сказать, по выбору старшеклассника. Да, надеюсь, я на вопрос смогла ответить. Хорошо, поэтому, в принципе, здесь самое главное понимать, каким образом цели устойчивого развития, каким образом можно использовать их для того, чтобы посмотреть на целевые показатели, которые стоят в рамках цели устойчивого развития, и посмотреть, каким образом я могу включить, допустим, знания о выбросах парниковых газов в свой предмет, каким образом я могу это сделать.
либо каким образом концепция, либо же понятие культурного наследия, гендерного равенства и понимание принципов меньшинств, да, вот, допустим, я приводила пример меньшинств, каким образом понимать, что они делают, и каким образом можно все это включить в их учебные планы. Да, в принципе, говорим о всех наших предметах, то есть так или иначе, да, это вот проходит через все наши предметы, потому что цели, цели устойчивого развития, они разнонаправленные, они касаются всех сторон жизни нашего общества. Поэтому это именно то, что можно продвигать дальше для включения в общенациональные учебные планы. Допустим, также получать дополнительную поддержку от ЮНЕСКО, там также от контактных лиц ЮНЕСКО. И также учебные программы в Норвегии. Устойчивое развитие — это общие рамки. Устойчивое развитие — это некие такие общие рамки для тех тем, которые касаются всех предметов. И также очень важно включать это. Да, я думаю, что также это можно будет делать и в Кыргызстане, и посмотреть, насколько преподаватели, как они делают здесь, как это можно, какой опыт можно перенять, допустим, от наших преподавателей, что можете вы использовать у себя. То есть на будущее вот так. Я думаю, что это будет эффективно. Надеюсь, да, что я смогла коротко, но ответить на вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за презентацию. Я вот хотела спросить у вас, точнее, расскажите, пожалуйста, подробнее про исследование. Да, я Джамиля. Про исследование, которое вы проводили совместно с фондом МакАртура, если можно будет. The Ellen MacArthur Foundation. Да, фонд МакАртура, да. Сейчас мы вернемся к нему. МакАртур, вот он здесь. Хорошо. Фонд Эллена МакАртура. Эллен МакАртур — это именно тот фонд, который, по сути, запустил концепцию циркулярной экономики. И тот факт, что у нас есть технический цикл, да, у нас есть техническая сторона, технические аспекты в отношении того, каким образом использовать технологии, допустим, какие материалы мы можем использовать, которые могут быть переработаны и снова использоваться в экономике, то есть так называемом небиологическом цикле, в биологическом цикле. И это как раз-таки направлено на то, чтобы показать те разные циклы, о том, каким образом можно также выстраивать свою стратегию. То есть касаемо биологических циклов, нам нужно прежде всего знать, каким образом использовать знания о применении так называемых восстановительных действий и каким образом мы можем укрепить и усилить природные циклы для того, чтобы это помогало нам, вместо того, чтобы мы разрушали их. Поэтому опять же, именно здесь мы говорим о таких предметах, как биология и химия, они являются очень важными в этой связи. Именно поэтому очень важно, чтобы мы преподавали с соответствующим
отношением, чтобы мы учили тому, каким образом использовать знания о химических процессах, о биологических процессах. Это то, что мы можем использовать в качестве продукта позже, и каким образом можно сделать так, чтобы в итоге было легче по окончании жизненного цикла переработать его, и каким образом мы поддерживаем природную систему вместо того, чтобы разрушать ее в какой-то мере. И идея в том, чтобы природа, да, у нас есть так называемые природные поглотители углерода в воде, в земле, в почве, и каким образом мы можем трансформировать это, преобразовать это и использовать это в человеческой среде, в среде, в которой проживает человек. Это такая базовая, основополагающая мысль, которая лежала в основе идей фонда Эллен Макартер. То есть я не могу сейчас... Нет никаких других примеров, сейчас сразу не могу вспомнить, но те примеры, которые я уже привела, я думаю, что то есть, опять же, самое главное — понимать наши природные циклы, самое важное — понимать природные экосистемы, экосистемные услуги, и также адаптировать все это в нашу среду, в среду, в которой проживает человек. И для этого потребуется много знания. Каким образом мы можем начать думать именно таким образом, то есть восстановительным, регенеративным способом. Если все должно в итоге упираться в циркулярную экономику, какие качества для этого потребуются? И каким образом все это работает, и каким образом все это построено? Опять же, это все очень важно. В качестве компетенции, в качестве зеленого навыка. И опять же, я тоже сама все не понимаю. Пока не понимаю. Это то, над чем нужно продолжать делать исследования, и мы также очень много работаем с норвежскими компаниями, и приходит понимание того, что да, у нас есть ответственность за то, что мы производим, каким образом мы можем производить каким-то другим способом, с тем, чтобы наш продукт в конечном итоге не превратился в отход, который больше никакой не будет служить цели, больше не будет применим, то есть он будет уже бесполезен, будет только в качестве отхода существовать. И опять же мы говорим о биологическом цикле. Здравствуйте, меня зовут Хусиет. Мне очень понравилась ваша презентация, особенно идея хаббанов. И я хотела уточнить насчет хаббанов. Вообще было бы прекрасно, если бы такая практика появилась у нас в Кыргызстане. И я хотела спросить, есть ли хаббаны во всех школах Норвегии? И получается, я не поняла, хаббаны являются чем-то частным, где школьники по собственному желанию участвуют там, или это является чем-то государственным, и является ли это частью проекта Европейского Союза Skills for Future? Вот. И можно ли подробнее об этой программе, если можно? Спасибо большое. Да, конечно. Ответ нет. Это не является частью программы ЕС.
И, кстати говоря, я согласна с тем, что эти хабы, с которыми мы работали, они должны существовать, присутствовать везде, повсюду. В каждом продукте, во всем, что мы производим, во всем, что мы потребляем. Это то, что... То есть эта идея движет прежде всего, с одной стороны, сама компания, которая производит эту мебель, то есть ассоциация производителей, которые используют вторсырье, и с другой стороны местные органы власти. То есть Норвегия разделена на так называемые графства, то есть власти графства, отдельно взятого штата, они это делают обязательно. Что касается частного, то есть с одной стороны частный сектор в лице компаний, у них есть, они заключают так называемые выгодные фискальные сделки с местными органами власти, скажем, для снижения налогообложения или, допустим, для предоставления энергоснабжения по сниженным тарифам за счет того, что они обязуются максимально использовать вторсырье. Но сама по себе, то есть это симбиоз между частно-государственное партнерство, по сути, но сама идея, она зародилась именно как результат исследовательских проектов, которые мы провели, академическая часть государства. То есть были люди, которые представляли мою исследовательскую организацию. Мы поработали с отраслью производства мягкой мебели и пришли к выводу, что их компания обладает всяческим техническим потенциалом, и ей имеет подумать о том, как они могут изменить свою парадигму мышления как коммерческая компания. То есть, что они, как частный сектор, могут привнести, чтобы помочь государству достичь цели устойчивого развития, при этом оставаясь коммерчески жизнеспособными, а с другой стороны, подталкивая как частный сектор, так и своих потребителей к более ответственному потреблению. Мы смогли, нам повезло, нам всем действительно повезло, то, что мы смогли найти единомышленников как в частном секторе, так и со стороны государства, и при этом смогли обучить и рассказать, убедить наших потребителей в том, что подобного рода мебель ничем не хуже, чем та, которая производится из неустойчивых материалов, то есть когда полностью вырубаются деревья, либо путем образом неустойчиво используются природные ресурсы. Что касается самого вот этого партнерства, то в данный момент я не совсем уверен ресурсами, ресурсной базой, кому она принадлежит, самой компании, либо они сдаются в аренду органам местного самоуправления. Но, как мне кажется, я точно не могу на это ответить, но я могу точно сказать, что это был великолепный пример государственно-частного партнерства, который мы можем реплицировать и масштабировать и в другие графства Норвегии. Параллельно с этим, внося это как пример в программу обучения для средних школ. То есть, когда мы выводим учителей и показываем, вот что было сделано, и вот какой урок вы можете преподнести в положительном смысле этого слова детям. То есть показать наглядно, что это возможно, и вот какое сотрудничество между частным сектором и государством. Более того, ведь многие вещи можно еще и сопровождать через художественно-культуральное сопровождение. То есть когда ученики, когда учащиеся могут практиковать, допустим, на тех же уроках ИЗО, на тех же уроках рукоделия, на тех же уроках труда, через те материалы, которые они используют, показать им, что вот то, что мы творим руками, не обязательно использовать для этого древесину того дерева, которое срубили. Я лично считаю, что нужно поощрять, что нужно поощрять всех, и администраторов школ, и учителей, и органы народного образования, и самих учащихся, в том, чтобы они смотрели на промышленность, на частный сектор, на компании другими глазами, чтобы, может быть, видеть в них больших партнеров, союзников, которых тоже можно убедить тому, как мы можем работать вместе, чтобы
С одной стороны, они преследовали свои коммерческие интересы, потеряли деньги, а с другой стороны, чтобы дать им понять, что мы, как потребители, хотели бы потреблять то, что более устойчиво, что более зеленое. Поэтому этот хаб используем как инструмент изменения мышления компаний, с одной стороны, а с другой стороны, изменения мышления государства в образовании и учеников как потенциальных будущих потребителей, учащихся. И самое главное, что теперь, вот, допустим, мебель, это уже не столько продукт, сколько услуга, что компании производят услуги по предоставлению объектов, которые, допустим, помогают меблировать либо оснастить дом. Но при этом, что это продукт, не столько продукт сам по себе, нежели просто ответвление услуги, которые частный сектор дает нам, жителям. То есть можно подойти к этому с этой перспективы. Тем самым оконечив, то есть замкнув эту циркулярную экономику. Но для этого очень важно обеспечить способствующую среду. То есть и государство должно помогать, фискальный режим должен быть выгодным, и администраторы, и учителя, и школьники должны быть заинтересованы. Надеюсь, я смогла ответить на ваш вопрос. Это, то есть все зиждется на сотрудничестве. Хаббаны есть все-таки не во всех школах Норвегии, а только в одном графстве, да? Вот, я хотела просто уточнить. Да, не во всех. Я приводила вам примеры из моей школы, среди тех школ, с которыми мы сотрудничаем в моем конкретно графстве. Это, скажем так, вот поэтому я говорила, что это тот пример, который мы хотели бы реплицировать и масштабировать, то есть на уровне всей страны. Мы действительно с самого начала говорили, с чего началось? Мы просто вышли на одну отдельно взятую компанию производителя мебели. Справедливости ради, да, это самый крупный производитель мебели во всей Норвегии, да. Но наша цель, вы абсолютно правы, сделать так, чтобы во всех школах Норвегии были эти уроки, и чтобы во всех графствах местные органы и местные производители могли заручиться таким сотрудничеством. Но помните, о чем я говорила, что мы бы не хотели, чтобы, вот как мы подходим к образованию, не сверху вниз, а снизу вверх. Сотрудничество. Также и сотрудничество с частным сектором, государственное партнерство. Мы не хотели бы, чтобы мы, как государство, давили на частный сектор. Мы хотели бы, чтобы одно тоже шло и снизу тоже. Поэтому, если вдруг в аудитории есть представители государственных органов, наверное, это хороший пример для вас тоже. Может быть, вы могли бы попробовать, может быть, как-то или подумать, может быть, это возможно было бы такую идею предложить там, где для, допустим, тех компаний, которые вы регулируете, либо там, где вы проживаете.